Сегодня наша история о том, как один совершенно плановый рейд вскрыл болезненную проблему города Алекминска. На территории Республики Саха-Якутия с 22 по 24 проводится операция ОПМ «Автобус» – оперативно-профилактическое мероприятие. В связи с этим сотрудниками госавтоинспекции осуществлен был выезд для проверки автобусов именно на маршруте, которые были. В результате чего было выявлено 2 нарушения за управление транспортными средствами без действующей диагностической карты. В связи с этим мы вынуждены были отстранить их от управления, соответственно, данные транспортные средства уже снять с движения с линии. Это обусловлено законодательством? Да, конечно, согласно федерального закона номер 170 от 1 июля 2011 года, статьи 15, каждое транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров, перевозку опасных грузов, оно должно проходить диагностику с периодичностью в полгода. То есть на транспортном средстве, именно на автобусах, должна быть диагностика, которая подтверждает, что он исправный и так далее, именно на полгода. На сегодняшний день срок диагностических карт на транспортные средства были закончены. У нас есть в городе место, где можно пройти техосмотр? У нас было, но на сегодняшний день он еще не готов в связи с тем, что он не прошел аккредитацию ИП Боровикова. Они подготавливают пункт технического осмотра, но на сегодняшний день он еще не действует. И когда они запустят в эксплуатацию, мы не можем вам сказать и разъяснить данную ситуацию. Вопросу этому не месяц-два только, и до сих пор не найдено решение. Техосмотр автотранспорта. Казалось бы, мелочь, но отсутствие услуги в районе больно ударило по всем без исключения. После рейда встал пассажирский автопарк всего района. Начался, как обычно, с разнарядки, с распорядка. Медосмотр прошли, техосмотр наш местный механик сделал, отправили на линию. У нас есть техосмотр. У нас просто сейчас уже сроки вышли, поджались. Соответственно, нам негде пройти. У нас единственный пункт техобслуживания, и он как бы не работает. Получается, они не получили еще лицензию, да? Нет, не получили. К 15 декабря обещают. Тоже неизвестно. И уже после обеда сельские пассажиры искали попутки, чтобы добраться до дома. Пожалуйста, что ждете? Автобус. Автобус? А вы знаете, что автобусов нет? Сказали, что сейчас не знаю, как поехать. Как считаете, в чем проблема? Что случилось вообще? Ничего не знаю. Автобус жду. Двухчасовой. То есть думаете, подойдет? Надеетесь? Не знаю. Может приедет. Они как будут до дома-то все добираться на работу, детские сады. Многие деревенские здесь работают в городе, поэтому они добираются, да. А янкюрские, допустим, они тоже кавандарские ездят. Допустим, сюда, утром сюда приезжают, а вечером обратно ездят. А сейчас на чем им добираться? Спрашивают постоянно все, как добираться, а на чем мы скажем? Что просто нет этих осмотров и все. И постоянно обвиняет нас, водителей, кондукторов, что почему дорога закрыта, виноват водитель-кондуктор. Дорога не отсыпана, виноват водитель-кондуктор. Дорога закрыта, опять водитель-кондуктор виноватый. Все, постоянно так. Сейчас техосмотр один, действительно, так диспетчер сказал, а пройти никак никто не может. А в Ленск наши автобусы не доедут туда. Они рассыпятся, они здесь, как каждый день на ремонте стоят. В городе курсировал и единственный частный автобус, владелец которого прошел техосмотр позже и самостоятельно. Лично я, чтобы перед тем, как зарегистрировать автобус, не было у Виталия Попова лицензии, и говорят, что до сих пор нету. Я поехал в Ленск, в Ленске там что-то закрыто было, я добрался аж до Мирного. 2 человека, которые новые купили, Миша Янков и Женя Динских, тоже доехали до Ленска, там прошли. В данный момент сейчас у техосмотра в городе Алекминске не работает. Наверное, по этой причине там. Сколько стоит доехать до Мирного? Сколько это обходится расходов, чтобы пройти техосмотр там? Я поехал по газовой трубе, которая не сдана в эксплуатацию. Туда до Ленска доехал, как бы сказать, до 10 часов. Не было, как бы сказать, дорога была более-менее нормальная, дождя не было.
В Ленск приехал, там технот проводит только четверг-пятницу. Подождал, не было инспектора, сотрудника ГАИ, который обязан присутствовать, так как автобус идет двойной контроль. Я 2 дня пожил, пожил там, подумал и поехал в Мирный. Проехал в Мирном. Отсюда, получается, до Мирного где-то 420 километров, 430, там еще 230 километров. Дело в том, что обратном пути пошел дождь, а дорога половина песок, половина глина. Я ехал сутки, наврата выдергали и прочее, прочее. Как бы тут маленько неорганизованно, как бы выразиться там. Нету порядка. С весны в городе нет техосмотра. В перспективе ожидание займет месяц, возможно и дольше. Обычно, как каждый день, вышел на работу, поехал, но на даче остановил, и не было техосмотра, и все. Надо с рейса. Снял с линии. Но, видимо, район-то должен знать, что нету в районе. Чтобы пройти этот техосмотр. Где его пройти? В Ленск ехать, что ли? Я сразу, руководство предупредил, что я в Ленск, я его не погоню, чтобы техосмотр пройти. Да сейчас как в лес проехать? Сейчас дорога скользкая, как туда можно проехать? На сегодняшний день насколько это проблемно пройти техосмотр? Совершенно невозможно. Вообще по нулям в Алекме. Нет такой возможности. То есть только ехать. Куда-то. Ну, это проблема. Минимум туда где-то неделя. Ну, а сейчас гололед, и как проедем? Ни дороги открыты, ничего нет. Лена закрыта. По трассе никто не пустит автобус. Гололед. И теперь у водителей 2 варианта. Выезжать как партизаны или просто встать в гаражи. И первое, и второе чревато тем, что и так востребованные водители развернутся и найдут работу в другом месте. Собственно, ситуация была прогнозируема, о чем говорят бумаги. Мы направляли заявки в компетентные органы о направлении в Алекминский район передвижного пункта проведения технического осмотра. Ответ на наше обращение получен не был, пункт не был направлен, так как ситуация летом уже была неопределенная. Не было точных сроков, когда наш предприниматель Алекминский сможет открыться. Единственный индивидуальный предприниматель не смог получить лицензию, то есть продлить ее, так как его здание не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению данной процедуры. В летний период он строил новое здание, но в данное время оформляет необходимые документы, проходит все процедуры. Соответственно, это может занять еще какое-то время, и пройти технический осмотр просто-напросто негде. Как вариант, предполагалось доставить в Алекминск передвижной пункт техосмотра. Потому что неорганизованно обещали привезти сюда передвижной пункт техосмотра, но до сих пор еще нету. И многие машины не могут переоформить. Действительно, не срослось. И да, несмотря на совсем небольшое расстояние до столицы, Алекминск и сегодня не имеет доступности ни в одну сторону. У нас в районе пассажирские перевозки делятся на 2 уровня. Это перевозки районного уровня вне границах населенных пунктов на территории Алекминского района. То есть это начиная от села Солянка, город и Первый Нюрюктяй. В зимний период у нас выходим мы в Троицк и в Заречный. Для этого у нас на нашем уровне предусмотрена программа развития транспортного комплекса, где мы предусмотрены мероприятия по организации пассажирских перевозок. То есть у нас есть заключенный контракт, мы организовали данные перевозки, но в данный момент у нас проблема сложилась в техосмотре. Мы хотели пригласить сюда выездной пункт техосмотра, но договаривались с якутскими предпринимателями, но у них тоже это дорогостоящее, перевести на барже и обратно угнать должно быть оборудование по бездорожью к нам тоже не может приехать, потому что этот специализированный транспорт, но в данный момент технический осмотр действительно не могут пройти наши автобусы.
Пойдут ли автобусы, сегодня зависит от удачи. Пока конкретного решения, как обеспечить население транспортом, соблюдя все законы, нет. Понятно, что сейчас люди остались без выхода, ситуация по-деревенски. Такси это очень дорого. Такси, конечно, Вот если дорого. потихоньку выехать, вот какой вообще может быть, что получится? Ну, как получится? Выйдем мы с нарушением, соответственно, сотрудники ГАИ нас могут, это в лучшем случае выписать штраф, штрафы у нас не маленькие, и могут отправить на штрафстоянку. Штрафстоянка у нас не оснащена теплым помещением, это будет проблематично, автобус замерзнет, это время на отогревание, привести его опять в порядок. А штраф это постоянно выйти. штраф выписывать А тоже штраф, же не да. будет постоянно выписываться. Заберут автобус, а потом как их забирать оттуда? Уже это никак. тоже проблема? Конечно. Конечно, тоже большая Естественно, мы если проблема. выйдем без их согласия, это, конечно, это же будет нарушение, действительно. И все, автобусу заберут, тогда вообще ничего не будет. Каждый день. Конечно. Они тогда до этого выходили, помнишь, так вышли тоже. Так же останавливались, штрафы выписывали, а потом сказали, выйдите, все, мы все автобусы заберем, и все, будете тогда стоять. Вообще без ничего останетесь. Конечно, у нас и так единственные автобусы, хоть эти бегают на деревне, и то вообще-то заберут, без... ни с чем останемся тогда. Практически, говорю. Эти-то хоть бедные, старые, но все-таки ездят хоть в деревню людям, как-то, говорю. Поддержка вот и на работу, и с работы. Все равно у нас специфическая работа. Не каждый утром рано встанет, не каждый утром пойдет и в холод, и в жару работать. И как бы еще вот такие препятствия у нас. Да, автобусы все холодные, старые. Вот сейчас зима, тем более, началась, и ремонт делать надо, это постоянно утеплять автобусы. Летом жарко, допустим, как-то, ну, все равно люки открыть. А сейчас зимой холодные автобусы практически все. И надо ремонт делать, утеплять их надо все. А материал тоже, это денег тоже, соответственно, говорю, это все вот надо это тоже как-то, Подорожание бензина, Да. скачок в 2 раза. Получается, за короткий период в 2 раза подскочил бензин. Это тоже очень сильно бьет под предприятию. А так хоть водителя хоть держатся, хоть Да. молодцы, хоть как-то вот выходят, работают Из действительно и последних сил, холодно, и жару выходят, работают, конечно. Молодцы, говорю, как-то он под автобусами постоянно копается. Каждый день практически. Вот приходит рейс, сходили, они говорят, допустим, утром съездили, приехали, надо запчасть какую-то поменять там или еще что-нибудь. Постоянно приезжает, и слышит, что он только выехал с гаража. Даже, наверное, пообедать не успел. Частенько такое вот бывает. Некоторым решением станут, конечно же, новые автобусы, которые поступят в декабре, начале января. Есть и еще одно предложение, возможно, это действительно вариант. Здесь можно будет на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения, которая у нас состоится, да, рассмотреть вопрос о возможности формирования, возможности, чтобы у нас был пункт технического осмотра на базе государственного какого-то учреждения, либо на базе государственного предприятия. Конечно, было бы хорошо, где у нас уже есть большее количество оборудования, да. Ну, я так думаю, что это может быть, возможно, и техникум. Там у нас уже все и почти, ну, на нем все есть. То есть там есть и оборудование, которое к техосмотру относится. Вот. В принципе, есть направление, в котором тоже можно работать. Да. Вот в этом направлении, и оно будет именно государственное, и, возможно, оно может и поддерживаться государством. Вот здесь мы будем рассматривать на комиссии по безопасности дорожного движения. Но все это перспектива. Пока необходимо решить, как жителям большого района ездить сегодня-завтра.